24 декабря состоялось очередное, последнее в этом году заседание районного совета. В повестке дня 10 вопросов, среди которых утверждение плана работы представительного органа на следующий год, внесение изменений в ряд решений совета, а также утверждение бюджета на предстоящий трехлетний период. По словам начальника финуправления, структура бюджета по основным статьям осталась без изменений. Основные же его характеристики будут выглядеть следующим образом. В представленном проекте доходы на 2019 год спрогнозированы в объеме 1 миллиарда 99 миллионов 545 тысяч рублей. Расходы запланированы в сумме 1 миллиарда 94 миллионов 56 тысяч рублей. И профицит бюджета составляет 5 миллионов 489 тысяч. Докладчик также отметила, что следующий экономический год будет финансово непростым. Однако дополнительных кредитов муниципалитет привлекать не планирует. Центральным же вопросом всего заседания стало избрание главы района руководителя администрации. Всего претендентов было двое – глава городского поселения Сосногорск Юнир Бекчурин и исполняющий ныне обязанности руководителя районной администрации Сергей Дегтяренко. Каждый из кандидатов имел возможность рассказать о том, каким он видит дальнейшее развитие Сосногорского района и почему он принял решение выдвинуться на эту должность. Решение участвовать в выборах главы муниципального района Сосногорск я принял еще осенью. И думаю, что иначе я поступить не мог. Это был осознанный, ответственный выбор и взвешенный поступок. Я здесь родился, в Сосногорске, я здесь вырос, здесь живет моя семья, здесь живут мои родные и близкие. Поэтому благополучие нашего Сосногорского района для меня это не просто слова, для меня это еще и лично важная задача. После того, как кандидаты ответили на вопросы, заданные в ходе выступлений, депутаты перешли к голосованию. По единогласному решению народных избранников главой района, руководителем администрации избран Сергей Дегтяренко. Он поблагодарил за оказанное ему доверие и заверил, что приложит максимум усилий для развития муниципалитета. Кроме этого, Сергей Васильевич пообещал представить жителям района свою программу более подробно. Но сегодня вкратце я коснулся своих планов. Давайте, наверное, я дам более расширенное интервью для вас, для жителей нашего города, где я подробно озвучу направление работы, к которому мы планируем двигаться в следующем году. Большое интервью с главой муниципального района Сосногорск Сергеем Дегтяренко смотрите в нашей программе в ближайшее время. На базе Сосногорского дома детского творчества еще в 2017 году начал работу ресурсный центр для детей «Киберэлектроника». С его помощью в Сосногорске расширилась система поддержки и развития научно-технического творчества детей. Проект реализован в рамках республиканской программы «Народный бюджет», инициированной главой Республики Коми Сергеем Гапликовым. Уже сейчас очевидно, что сосногорский проект «Киберэлектроника» получился успешным. Об этом говорят и цифры. Охват детей, вовлеченных в обучение технической направленности, вырос на 42%. И эмоции мальчишек и девчонок, которые с удовольствием постигают азы робототехники. Тут мы научились программировать, научились строить из лего. Мне нравится программировать и собирать. На базе центра реализуется дополнительная общеобразовательная программа «Роболенд». Как и все образовательные проекты, это построено по принципу «от простого к сложному». Мы учимся конструировать из лего. Вначале, понятное дело, что делаем по инструкции, да. Вначале сразу, самое первое, определяем, что такое жесткость конструкции, какие передачи у нас есть, ременные, да, зубчатые передачи, чем они отличаются, как сделать повышенную передачу, как пониженную, как вообще заставить, например, собрать самому модель, ту, которую ты хочешь. Если, например, ты машинку собрал, как заставить ее ехать быстрее или медленнее, да, просто с помощью некоторых деталей. Сейчас, когда проект успешно стартовал, главная задача муниципалитета – привлечь к нему как можно больше детей Сосногорска. Центр «Киберэлектроника» – это не просто кружок по интересам. Это база для занятий всех детей, интересующихся современными технологиями. Для этого на базе ДДТ проводятся совместные занятия и встречи постоянных жителей Роболенда и учащихся образовательных школ города, работающих в направлении технического творчества. Для учеников начальной школы проводятся познавательные экскурсии в центр, где дети имеют возможность не только посмотреть результаты работы объединения Роболенд на выставке, но и попробовать управлять созданными машинами.
В планах муниципалитета развитие центра. В этом году дополнительно приобретен образовательный комплекс «Детский технопарк» на DVD, который служит эффективным инструментом для приобщения детей к инженерному и техническому творчеству. Первые результаты воспитанников Раболенда не заставили себя ждать. В этом учебном году ребята из ДДТ приняли участие в различных муниципальных, республиканских и российских соревнованиях по робототехнике. По результатам участия во всероссийском конкурсе творчества «Лего-мастерская» они были награждены дипломом первой степени. А в июне уходящего года стали участниками летней профильной смены «Техностарт», которая проходила в Краснодарском крае. Укрепилась в этом году и материально-техническая база муниципального центра допризывной подготовки граждан к военной службе. Она базируется в кадетской школе Сосногорска. Это стало возможно благодаря реализации еще одного народного проекта в сфере образования. Сегодня в школе обновилось оборудование и появился лазерный тир. Мы обновили освещение, что немаловажно в тире. То есть стрелять стало уютнее, комфортней. То есть света хватает ребятам. Далее мебель, оборудование, специальные столы для стрельбы, винтовки новые получили, монокли. Ну, как бы интенсивность стрельбы увеличилась. На самом деле, может быть, сказывается новое оборудование. Электронный тир представляет собой специальную программу «Мишени автомат». Стрелковое оборудование мобильное. Его можно установить как в классе для повседневных тренировок, так и в коридоре. Например, для проведения соревнований на различную дальность стрельбы. По словам Александра Мануленко, повысился и результат. Сегодня в кадетской школе стрельбой начинают заниматься с 5 класса. Это практическая часть предмета «Основы военной службы». Каждую четверть мы смотрим результаты. То есть, как ребята отстреляли, выставляем оценку. Есть таблица определенная, оценочная. И эта оценка идет в журнал. Результат стрельбы и влияет на общую оценку по предмету «Основы военной службы». Попробовать свои силы в стрельбе могут все желающие, кто занимается в Доме детского творчества. Для ребят действует секция, которую ведет тренер по стрелковой подготовке из кадетской школы. Отметим, реализация народного проекта, созданного по инициативе главы региона Сергея Гапликова, позволяет определять приоритеты финансирования на местах. В муниципалитетах подобные проекты не только успешно реализуются, но и идут на пользу жителям. Минувшая неделя была богата на спортивные турниры. Здесь и рукопашный бой, и дзюдо, а также хоккей, бокс и баскетбол. Спортсмены республики в каждом виде спорта боролись за призовые места. Так, 20 и 21 декабря в «Гладиаторе» прошел традиционный новогодний турнир по боксу. Около 120 участников – это спортсмены Ухты и Сосногорска, и 2 десятка весовых категорий от 23 до 80 килограмм. Все боксеры в той или иной степени показали хорошие бои. Лучшие спортсмены были награждены дипломами и медалями. А это уже новогодний турнир по дзюдо. Он прошел в «Метеоре» в минувшую субботу. На татами спортсмены из Воркуты, Усинска, Емвы, Сыктывкара и Сосногорска. Эти соревнования, подведение итогов и сделали так называемое полугодовое, посмотреть, как наши спортсмены с сентября по декабрь подготовились. К слову, этот год для наших дзюдоистов был достаточно результативным, отмечает Владимир Васин. Год заканчивается очень хорошо. Результаты у нас поднялись по сравнению с 2017 годом. Появились кандидаты в мастера спорта. Выходим на российский уровень. Очень много наших спортсменов попали в сборную не только республики, но и в сборную России. Завершилась спортивная неделя финальными играми по баскетболу в рамках Лиги глухаря. Стоит отметить, что в этом году именно этот турнир стал самым продолжительным, ведь первые матчи прошли 8 апреля, а заключительные 23 декабря. Провели мы 77 матчей, и у нас успели поиграть 150 человек. 12 команд у нас участвовало из, получается, 5 населенных пунктов. Ухта была представлена 4 командами, Сосногорск 5 командами, и по одной команде было из Водного, из Яриги и из Нижнего Одесса. Хотелось бы отметить участие Нижнего Одесса. Это впервые за долгое время команда приехала к нам.
Игровой день открыл турнир 3 на 3. После прошли конкурсы мастерства, матч за 3-е место и финальная встреча. За 1-е место боролись СГПЗ и чемпион прошлого года «Шахтер». Со счетом 67-52 победа досталась команде из Яриги. Мы рассчитывали на трофей. Конечно, мы в том году его выиграли. Очень хотелось выиграть его снова. Вот. Были некоторые сомнения, конечно, по этому поводу. Но ничего, справились, прошли длинный путь и все хорошо в итоге получилось. В итоге тройка выглядит следующим образом. На 1-м месте «Шахтер», на 2-м СГПЗ, замыкает тройку УМЗ. На мой взгляд, мы показали себя великолепно. Сборная СГПЗ не выходила в плей-офф уже много лет. Мы дошли до финала, не смогли, к сожалению, выиграть, конечно, но для нас это очень хороший результат. Также в этот день прошел благотворительный товарищеский матч между сборной Лиги Глухаря и командой «Транснефть», в котором последние выиграли со счетом 70-63. Добавим, на минувшей неделе также прошел новогодний турнир по рукопашному бою и соревнования по хоккею в рамках всероссийского проекта «Золотая шайба», где в своих группах 1-е место взяли ухтинцы и воркутинцы. У сосногорских команд 4 и 5 годов рождения серебро и бронза соответственно.